2 горсти и все. Больше нету. Ну, крупная. Витаминизируемся. Может, в будущем году будет. Но в этом году здесь точно уже не будет. Вкусно, сочно. Поверьте, очень вкусно. Что-то у меня аккумулятор разряжается. Запасной один взял, на, не знаю, хватит, не хватит потом. Хочется побольше поснимать, для вас показать, где я брожу. Куда? Монодин, вон, вперед. Вон. Здесь рябчиков сегодня еще можем встретить легко. Пакет ничего не взял. Хоть просто прогуляемся. Первый гриб. В принципе, хорошенький такой. От ножки там идет черви и все, а так-то он чистый. Ну вот, первый гриб нашли. Короче, ребят, пакет нашелся. Начал в карман заталкивать грибы. А там пакет. Что за пакет, фиг знает, но я даже и забыл, что в кармане у меня пакет там лежит. Ладно, развилка, тут тропинки. Направо сходим. Вот еще один. Что ты будешь делать? Тоже чистый. Вон, видели? Чистейший. Так что гриб набирается. Маловато, однако. Потому что сейчас скоро уже будет поворот, где я буду разворачиваться. Вон до туда еще схожу. Видите, как красиво тут. Справа такое сырое место. А здесь вот ягель. Но здесь в основном красноголовики вот эти. Белые редко здесь выходят. Штучные экземплярчики можно найти. Основное маховики и красноголовики. Вон там что-то похожее на гриб. Иванчик. Ну да, чистый иванчик. Тоже для сушения вот эти грибы хорошие. А этот уже еще не мой. Ух ты, какая крупная тут брусника. Спелая уже, смотри. Хотя заморозка ничего еще не было.
Ну, самое вкусное это в октябре будет, когда после заморозков, после первого снегопада, вообще он чуть-чуть после как подморозит, все огонь будет. Да и тут уже все, реально уже вкусное становится. Крупная, блин. Вон они. Витамины жую. Тропинка прямо идет. Ну и слева тоже тропинка будет. Если по этой тропинке идти, то там изба будет. Даже 2 избы. Недалеко, с полкилометра примерно. Но там сырое место и не по пути. Как-нибудь другой раз, когда на уток буду охотиться, может, сходим. Давно там, между прочим, не был. Надо бы посмотреть тоже, какие. Ну, там хозяева уже передали другому охотнику вот эти 2 избы там. Короче, жизнь так сложилась, что 2 брата там охотились. Один уже умер, а второй по состоянию здоровья тоже уже перестал ходить в тайгу. Ну и эти избы, короче, чтобы не пропадали, передали другим охотникам. Ну и там охотятся рыбаки. По этой тропинке идут вон там на болоте. Один раз я показывал, ходил туда. На середине болота там большое озеро где. Вот. Каждое утро, каждую ночь по этой тропинке фонариком на утреннюю зорьку идут. Где-то примерно по болоту надо идти 35 минут. Не близко. И тяжелый путь. Сыро. Я чистый. Как деловой сегодня, смотрите, с ножом проверяю. Чистейшие грибы. Не к чему придраться. Вот это да. Мало, но чистые. Ништяк. Два слова хочу сказать. Ну, поговорить про собак. У меня 2 собаки в прошлом году еще было. Считай, Айда и Тулан. Айда у меня ходила на ближние расстояния, все время на виду была. А Тулан в основном я его не вижу. Плюсы и минусы этих собак. Айда, которая ближняя у меня была, она отпугивала от меня птиц. Рябчиков, когда она рядом, я рябчиков не мог добывать. Давайте я сейчас сяду и просто поговорим. Короче, ну, Айда в ближнем расстоянии ходила и отпугивала рябчиков. Я не мог подстрелить рябчика, там, отпугивала. Ну и Тулан, если взять, скажем, он ходит далеко. Если пойдет на 2 километра, какая радость от этого. Многие думают, что если у собаки очень большой поиск, зацепляют на него навигатор, собака уходит за 5 километров. И вот сами подумайте, какой толк от таких собак. Если собака ушла на 5 километров в сторону, а возле тебя рядом какой-то зверь или птица. Таких собак у нас называют собака, как сказать, себя кормит. В принципе, так и есть. Вот. Лучше, чтобы собака как бы ходила не так далеко. Не надо его ждать потом, не надо звать, не надо сидеть, как некоторые у костра сидят, потом часами ждут, когда собака вернется. А без денег лег. Жарко ему. Вот. Так что
лично я думаю, если собака, скажем, на среднее расстояние ходила, ну, с ним, вот я в эту осень, если удастся, конечно же, будем охотиться. И думаю, с ним будет мне легче в том смысле, что вот, скажем, он ушел куда-то, я иду сам по себе и буду встречать рябчиков, я буду стрелять и буду добывать так. Он не будет мне мешать. И в то же время собака, скажем, чуть в стороне тоже ищет кого-то. Но вот когда, как сказать, это уже стопроцентно профессиональная собака, которые вот ушли на несколько километров, взяли след и остановили зверя и ждут. Этот, как его, ну, не, как сказать, не перестают работать, лают, ждут хозяина, охотника и добывают. Но взять тулана. Были несколько, как сказать, случаев, когда мы поднимали лося, он за лосем пойдет ровно час. Ровно час это, как его идет и облаивает. Я знаю, что он там лоси останавливались, он лает тогда. А когда идут, он не лает вообще. Остановились, он лает. Ну вот. И час, ровно час. Если в течение часа ты, скажем, не подошел к зверю, все, он оставляет, он обратно возвращается. И уже несколько случаев таких было. Вот. И вот такие мои размышления насчет собак тоже. Лучше, конечно, у меня вот это вторая собака, которая вот на дальнее расстояние ходит, очень далеко. Считай, у меня до этого дружок тоже был. Вообще огонь собака. Он хорошо работал и на боровую птицу работал. Зверя я вообще не встречал, чтобы он лаял или еще. Не было такого. А именно боровую птицу он искал. И он тоже еле-еле, бывает, еле-еле слышно где-то вдали. И вот, скажем, 1,5 километра лает глухаря. Ты 1,5 километра, пока ты будешь до туда тащиться, или со своей тропинки надо отходить, столько времени потеряешь, и ни один глухарь столько времени не будет ждать. И просто он взлетит и улетит. Вот. А ты уже, скажем, полкилометра отошел от тропинки и ни там, ни сям. Так что собака должна быть, знаете, вот, но от силы полкилометра, от силы. 300 метров это нормально, если в стороне он бродит. Но не 2 и не 3 и не 5 километров. Это... Мне такие собаки в принципе не нужны. Это действительно сами себя кормят. Ищут, лают. Для кого лают, фиг знает. Просто зверь, птица, бывает, не дожидается. Он убегает, летит. И... Вот. Ну, посмотрим, что в этом году, какая охота будет. Ничего пока говорить не могу. Это уже будем, как сказать, он, гриб. Будем говорить насчет охоты только в этом, Иванчик тоже, в ноябре. Как сезон закроем, сезон закончится, охота с собакой. И вот уже тогда будем говорить результат. Мон, вперед! Вот. А этот тоже, блин, бездельник, он далеко ходит. Далеко. Если вот, скажем, я наберу нормальную скорость, он поймет, что мы идем куда надо искать, и он пойдет. И может что-то в голове у него поменяется, может перестанет так работать, далеко ходить. Вот. Слишком, когда под ногами, тоже нехорошо. Ну, айда, блин, такая собака у меня была, что вот, ну, просто защита, что ли. Сколько уже
сколько опасностей она предупреждала меня. Бывало медведями встречала, бывало с лосями. И просто вот на нее я смотрю, вижу и уже понимал, что вот где-то ты вот не замечаешь, вот где ты можешь здесь заметить кого-нибудь, какого-нибудь зверя. Вот. Собака для того и есть напарник, он просто даст знак. Там животное стоит или зверь. Вот ты залая там и уже начинаешь присматриваться. Там, и видишь там зверь стоит или же просто животное. Животные это олени, лоси. Вот. Единственный гриб без червей. Никогда в нем нету червей. Никогда. И польза от него, видать, есть тоже. Лечебный гриб. Вот поэтому ведро и взял. Он хрупкий тоже. Как для соления грибы. Вон они, хорошие. Вот к этим грибам у меня ласка идет. Потому что они хрупкие. Они ломаются, они хрупкие. И поэтому я очень осторожно с ними обращаюсь. А красноголовые, они неубываемые. Ничего не случится. Да, здесь много оказалось уже. В этом году я еще сюда не приходил. Вон они какие хорошенькие, вон. От паразитов вот тоже. В лечебных целях. Это зарубежно везут. Именно лекарства делают. Издалека можно их увидеть. Вон они. Целое ведро уже. Вот это да. Ну, сегодня пускай будет такой сбор грибов. Собираем лисички. Красноголовиков для соления в другой день.